год в Театре России проходит фестиваль «Театральное Поволжье». Этот проект распространяет театральное движение среди школьников и студентов, чтобы развивать новые возможности в театральном искусстве. Посмотреть спектакль в кинозале, представить такое сложно. Студенты исторического факультета Башкирского государственного педагогического университета не перестают удивлять. Они не только вышли в завершающий этап фестиваля «Театральное Поволжье», но и решили выбрать необычную форму повествования. Расскажи про ваш необычный спектакль. Не знаю, правильно ли будет назвать это спектаклем, потому что это уникальный проект, такого еще нигде не было. В основном ставят уже по готовым сценариям, по готовым произведениям Мустая Карима, а мы решили сделать иначе. Мы в этом маленьком спектакле уместили всю жизнь Мустая Карима, многие его произведения. Как ты относишься к тому, что в последнее время большое внимание уделяется творчеству Мустая Кариму? Это весьма оправданно, ведь Мустай Карим — это великий писатель, и его произведения, они настолько трогают до глубины души, и вот в этом году в честь столетия очень много постановок, очень много произведений его ставятся. Это верно, и будьте уверены, ничего подобного нет. Сразу несколько историй в одной постановке. Оценить спектакль пригласили ребят-кадетов. Они люди конкретные, привыкли говорить прямо, поэтому по их реакции сразу можно понять, зашел театральный перформанс или нет. Как ты думаешь, о чем будет этот спектакль? Наверное, нас пригласили для того, чтобы показать что-то новое, необычное. Наверное, часть будет показывать на экране, а остальную как-то наживую, наверное. Герои постановки – деревенские парни и девушки, которых исполняют обычные студенты, а не профессиональные актеры. Ребята взяли биографию известного поэта и несколько его произведений, интерпретировали это все по-своему. Студенческий коллектив Народного театра «Курос» выступает с постановкой «Озорная молодость». Данный спектакль проходит в необычном формате. Велена Сафина, Наиль Гайнуллин, специально для «Горы новостей».